Испытано на себе. В нашем любимом небольшом городе Якутске не так много видов общественного транспорта. Да, у нас нет трамваев, нет троллейбусов, нет даже элементарного метро. Но зато у нас есть прекрасные современные автобусы и не менее прекрасные, мужественные, сильные люди, которыми этими автобусами управляют. С вами «Испытано на себе» Евгений Никифоров, и сегодня мы прокатимся за рулем автобуса. Испытано на себе. Друзья, сейчас мы находимся в святая святых каждого автотранспортного пассажирского предприятия. Это кабинет медосмотра. Ведь для того, чтобы ваша поездка была безопасной, чтобы водитель был уверен в себе, в своем здоровье, необходимо каждое утро, перед каждой сменой автобусной проходить медосмотр. Заключается он в нескольких простых действиях, которые мы сейчас на себе также испытаем. Итак, идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Садимся. Так. Здесь у нас базовое измерение давления, потому что это одна из основных процедур вообще. Кстати, измерять давление в целях профилактики полезно в любом возрасте, чтобы просто контролировать кровяное давление. Итак. Эти процедуры проходит каждый водитель перед началом смены. Проходится это достаточно быстро. Я думаю, буквально пару-тройку минут это занимает, потому что штат водителей очень большой, и нужно каждого проверить. Так, все нормально? Жить 120. Буду? 120. 120-70. Это примерно мое рабочее давление. Можно ехать на маршрут. Далее, что у нас еще входит в базовый медосмотр? Да, термометр. В свете последних событий. Так, тут вот сейчас я волнуюсь прямо в этот момент. Вдруг у меня 37, тогда придется срочно госпитализироваться. Так. 36,6. Ура, 36,6. Да-да-дам-да-дам. И, по-моему, измерение пульса. На автомате сейчас еще раз Так, давление. давайте. На Там другой же руке, все верно. Будет показывать пульс. Пульс. Отлично. Сидим Так. спокойно. Я прям чувствую пульсацию, чувствую свой пульс уже. Ох, отпускает. 132 и 95 это... Это нижняя. нижняя граница давления, пульс 87. Ага. 87. Прекрасно, можно работать хоть сейчас, двигаться на линию. Что ж, вот, в общем-то, и все базовые процедуры, которые проходят каждые водители. Эти данные заносятся в журналы, в реестры, пофамильно, посменно, помаршрутно, чтобы они всегда были в доступе при необходимости. И сейчас я хочу обратить ваше внимание на замечательный аппарат. Это что-то типа автоматического комплекса проведения, такой экспресс-диагностики. Мы не пользовались им потому, что каждый водитель внесен в базу данных. И именно здесь по идентификации водителя происходит его проверка, и данные автоматически загружаются в базу. То есть не может человек, которого нет в базе, зайти, пройти на нем осмотр и, так сказать, провериться. Это только для сотрудников, для водителей, которые выходят на линию. В принципе, вот и все. После этих процедур человек, водитель, допускается к выходу на линию и безопасно, комфортно, с удовольствием выполняет свою работу на благо пассажиров, на благо транспортной инфраструктуре нашего города. Также хочу добавить, что в конце своей рабочей смены каждый водитель проходит тот же осмотр, чтобы уже в полном здравии, в полном спокойствии отправиться домой к любимой, к жене, к любимым детям, отдыхать, чтобы на следующий день снова вести вас по вашим делам. Испытано на себе.
Автобусы «Волгабас» — это достаточно современные машины. Данная модель, она 2024 года выпуска, получается, чуть больше года работает у нас на маршруте. Сейчас мы подробненько поговорим с водителем, с тем, кто непосредственно управляет этим автобусом. Но хочу сразу пару слов сказать о модели. Дело в том, что автобусы «Волгабас» оснащаются и дизельным, и газовым двигателем. То есть данная модель работает на газе, причем может работать на сжиженном и на сжатом газе. В данном случае мы видим здесь надпись «Метан», то есть это не бензиновый двигатель, что безусловно благоприятно сказывается на выбросах веществ в атмосферу. Автобус достаточно вместительный, салон его вмещает 49 пассажиров, из них 22 сидячих места, очень комфортное место водителя, сейчас мы с вами его посмотрим поближе, детально. Далее, думаю, что пройдемся по салону. Ну что ж, мы находимся в салоне, мы видим здесь достаточно приятный, комфортный цвет, очень удобное, огромное количество поручней, то есть пассажиры самого разного роста могут комфортно держаться, ехав стоя, хотя, конечно, стоя ехать не так уж приятно. Еще на что хочется обратить внимание, это доступность для людей с ограниченными возможностями, для колясок, для мам с колясками, для людей на каких-то средствах мобильности. Я, насколько знаю, автобус может опускаться вниз, то есть он либо левым, либо правым бортом опускается, либо полностью, для того, чтобы люди могли с перрона зайти достаточно комфортно, не поднимаясь. Мы видим, что даже пленочка заводская еще на некоторых элементах автобуса, на лампах, на плафонах еще не снята. Совершенно новый образец нам достался. Что касается климата, наверное, этот вопрос мучает всех пассажиров. Насколько здесь тепло зимой, насколько здесь комфортно летом. Так вот, в автобусах «Волгабас» очень здорово продумана система кондиционирования. Здесь две печки, насколько я знаю. Во-первых, конечно же, водительское место однозначно комфортнее, чем в очень старых автобусах, скажем так. Там подогрев сидений, вентиляция, кондиционер индивидуальный. Но также и для пассажиров очень хорошая климатическая обстановка. Зимой здесь тепло. Сейчас мы находимся на улице порядка минус 20 градусов, но температура в автобусе уже комфортная. Летом здесь присутствует, включается кондиционер. Людям будет ехать достаточно комфортно, прохладно, учитывая, что некоторые автобусные маршруты у нас в городе достаточно длительные. Что касается пассажирских сидений, вот давайте попробуем сесть в кресло. Вы знаете, ну вот обычно, то есть я не скажу, что это люксовый класс пассажирских перевозок, но тем не менее сиденья достаточно комфортные, широкие, коленки у меня никуда не упираются, то есть людям с какими-то сумками, с багажом, может быть, с маленькими детьми, с кошками в переносках будет достаточно комфортно здесь двигаться. Да, присутствует небольшая возвышенность в средней и задней части автобуса, это скорее связано с конструктивными какими-то техническими решениями, двигатель у него находится сзади, но тем не менее, сидя на заднем ряду на Камчатке, перед вами открывается обзор на весь салон. Двери входные расположены посерединке, это сдвоенная большая дверь, широкая, позволяющая сразу выходить, заходить, либо вносить какие-то габаритные вещи. И передняя дверь, которая находится рядом с водителем, она стандартная, для того, чтобы человек мог подойти, оплатить за проезд и спокойненько в нее выйти. Что касается света, здесь его более чем достаточно. Во-первых, это огромные панорамные окна, которые позволяют солнечному свету проникать в автобус. И плюс освещение здесь две полностью на весь салон полосы. Включаются они попеременно, можно включить левую, правую или обе одновременно. То есть даже в самые темные якутские вечера здесь будет тепло и комфортно. А здесь можно лечь и поспать. Я думаю, что водители здесь отдыхают на конечных, потому что и по росту, и по комфортности, ну, прям огонь. Испытано на себе. Сейчас у нас представляется возможность пообщаться с человеком, который
большую часть суток, большую часть жизни, скорее всего, проводит за рулем автобуса. Давайте с ним познакомимся. Это Евгений. По стечению обстоятельств мы с ним тезки. Приветствую, Евгений, Женя. Давайте зададим ему несколько вопросов, узнаем, как выглядит жизнь автобусного водителя изнутри. Скажи, Жень, а вот именно вот этот автобус Волгобас, это какой-то северный вариант или в нем достаточно электроники, средств для того, чтобы работать в наших суровых зимних условиях? Так, ну, меня зовут, здравствуйте всем, меня зовут Евгений. И да, вот вопрос такой, да, ну, это, конечно, этот автобус очень идеально подходит в наш в суровые вот такие морозы. И летом очень хорошо, тут кондиционер работает, прохладно. И, ну, ночью, когда, зимой, когда вот... Прям лютый мороз, да, 50. то маленько, да, гидравлика подмерзает, двери медленно открываются, закрываются. Ну, это, я думаю, неизбежно, потому что в таких условиях любая техника начинает работать немножечко неправильно. Тем не менее, это уже хорошо, когда мы прошли столько времени, испытали этот автобус. Я думаю, это достаточно хорошо. Скажи, пожалуйста, насколько комфортно в этом автобусе находиться целый день? Вот как водитель, это ведь скольки смена? 7-часовая? 7-часовая смена? 7, да. Вот ты пришел на работу, сел, проехал, может быть, какие-то остановки на конечных отдых. Вот в кресле водителя за рулем этого автобуса устает ли спина, устают ли глаза? Как это быть весь день за рулем? Ну, как это выглядит, да, очень нормально. Это сиденья гидравлические, регулируются по весу, и спинка, все там хорошо, ну, хорошо предусмотрено было. И у нас вот каждое утро мы проходим предрейсовый этот осмотр. Да, кстати. Этот врача проходим и механика. Все полностью, каждую смену выходим и проверяем. Только после этого автобус, машина Да, выходит на тогда линию, только получается. когда нам подпись, печать ставят, мы тогда выходим на линию. Прекрасно. Вот, Ну да, безопасность — это основа вообще транспортных самое перевозок. главное, Да, да. это самое главное, согласен. Такой вопрос. Сколько автобус километров наматывает за твою смену, за рабочий день? Хотя бы приблизительно, да, то есть мы не будем точные цифры сейчас высчитывать, но вот по твоим ощущениям, сколько в сутки, ну, в день проезжает автобус? Ну, где-то примерно вот километров, сколько там, 5-6 километров. 5-6 километров? Да, это с одного конца до другого конца, До например. конца, получается, да. так, по маршруту. Да. И таких ходок в течение дня может быть... Ну, там зависит пятидневка у нас, вот мы 5 дней работаем, 2 дня отдыхаем. И достаточно нормально это, считаю. То есть, в Я принципе, пробег такой серьезный в Да. целом, и если бы все это время мы ехали прямо, могли бы, наверное, за неделю доехать там до Байкала, наверное, точно, до Владивостока. Ну тут еще перерыв есть, вот тут вот обеденный перерыв, тут есть Ну да, промежутки, да, есть безусловно, хорошие. питаться Да. ведь как-то нужно на маршруте. Можно тут растянуться сзади нормально и Понятно. да, пообедать. Жень, а вот бывали ли какие-то такие поломки, которые совершенно непредсказуемые? Вот ты вышел работать, все, настроение классно, и вот что-то такое происходит, может быть, какой-то рейтинг самых неприятных поломок, там, пробой колеса или что-то еще такое. Вот что на твоей памяти было самое неприятное на маршруте, которое вот прям в разгар рабочего дня произошло? Ну, в разгаре это произошло, это валидатор Перестал вдруг работать, принимать да, деньги. принимать оплату. Вот, и двери у меня вот тоже в морозы не закрывались. И все, в принципе, а так по колесу у меня все нормально. Техника надежная. Техника новая, да, вот техника новая, конечно, отвечает за себя. А так, такого основного большого не было, такого поломок. Ясно. А что касается пассажиров, вот как они, довольны ли этим автобусом, не говорят ли они, что вау, там супер, или, знаешь, там, фу, не очень хороший, некомфортный автобус, вот какой-то обратный такой фидбэк, обратная связь от пассажиров, выходя, они говорят спасибо, например, или, может быть, какие-то еще иные слова благодарности ты слышишь? Да, говорят тоже, конечно, все по-своему, народу много. Кому-то холодно, кому-то тепло, всем не угодишь. И, Согласен. Да, и вообще комфортно. Почему комфортно? Он для них широкий, удобный. Да, тут, да. И не как в маленьких машинах сидеть там впритырочку. Согласен. А здесь просторно и нравится им.
такие большие автобусы. Действительно, здесь настолько большой объем воздуха, что даже вот при своем росте 178 я не достаю до потолка. То есть создается огромная масса, в которой просто комфортно, скорее всего, людям находиться длительное время, и это не может не радовать. А что самое интересное забывали пассажиры в салоне автобуса? Наверняка после завершения маршрута ты обходишь салон, и вот какие-нибудь интересные находки, интересные потери. Вот что было на твоей памяти прикольного? Что вот было, да, вот самый из дорогих вещей, это телефон оставляли один. Ну, да. Классика жанра, да, забыть телефон в автобусе. Ну и школьники тут рюкзаки оставляли, дети оставляли рюкзаки, перчатки оставляют, рукавички теплые. Вот, ну мы все по звонку, все возвращаем обратно, все тут же информация доходит у нас в группу, и вот мы возвращаем все. То есть никто ничего окончательно не теряет? Да, никто не теряет, все возвращается. Здорово, в тот же момент. Друзья, даже если вы что-то забыли в автобусе, кошелек, телефон, друга спящего, кошку, это все можно спокойно по телефону горячей линии связаться с диспетчером, свяжется он с водителем, все это вам вернут, то есть вы здесь ничем не рискуете. Также хотелось бы спросить, сложнее всего работать на автобусе лютой зимой или жарким летом? У нас ведь в Якутии такие перепады климата, что зимой минус 50-55, летом до плюс 35-40. Вот как ты оцениваешь, тяжело летом или тяжело зимой быть за баранкой? Ну, конечно, зимой. Зимой? Зимой, это 100%, да. То есть зимой даже просто, чтобы выйти, протереть фары, да. Все замерзает. Все замерзает, тут и холодно. Туман, да, видимость вот, тоже, кстати, да, зрение. Это очень актуально. А летом хорошо, здесь кондиционер спасает все. Да, действительно, комфорт – это самое основное, что мы можем дать пассажирам, потому что если человек едет с комфортом, конечно же, он с удовольствием вернется на этот маршрут, сядет в этот автобус и будет дальше ездить по своим делам. Скажи, а какой у тебя опыт вождения? Я знаю, что это не первый твой автобус, и, скорее всего, массу машин через себя, через твои руки прошли. На чем ты ездил? Насколько это отличается от текущей машины? Ну да, я вот ездил, у меня опыт уже 19 лет, и этот автобус намного, конечно, как сказать, комфортней, удобней, коробка автомата. Тут главное бдительность и все вовремя подача автобуса. Здорово. Ну, современная техника, на которой просто приятно работать. Да. Отлично. Спасибо большое. Рад был познакомиться. Испытано на себе. Я нахожусь на месте водителя. На первый взгляд здесь достаточно удобно, комфортно. В первую очередь это обзор. Огромные зеркала, они регулируются. Есть подогрев зеркал, насколько я понимаю. Огромнейшее лобовое стекло, и само место достаточно комфортное, амортизационное сиденье. Из фишечек автобуса, конкретно рулевой колонки, смотрите, есть какая прикольная штука, она регулируется во всех плоскостях, причем интересный момент, регулируется вместе с панелью приборов, то есть это такое вот ноу-хау, наверное, выставляете под себя, останавливаете, все, она в этом положении зафиксировалась. Что касается еще эргономики, здесь доступ в салон у водителя достаточно простой. Коробка передач, а это автомат, на минуточку. Автобус оснащен автоматической коробкой передач, находится в виде кнопок под левой рукой. Также здесь находится рычаг стояночного тормоза. То есть водитель может спокойно, ни обо что не запинаясь, взять и выйти при необходимости достаточно быстро из салона. Ну, классические педали газ-тормоз. Что тут еще? Вижу кнопки включения климат-контроля для водителя. Достаточно информативная панель. То есть здесь, насколько я понимаю, все параметры выведены сюда. Здесь давление воздуха, температура, примерный расход топлива, расход газа. Как я уже говорил, этот автобус работает на газу. Двигатель здесь газовый. Что еще интересного тут можно потыкать? Кстати, самое крутое в автобусах — это открывание дверей. Вот смотрите. Слышите, какой отличный пневматический звук открывания и закрывания? Ради одного этого, друзья, нужно идти учиться на водителя автобуса. И вот давайте еще вот это вот. Вот эта пневматика, которая открывает двери, просто волшебным образом
звучит. Вот, это нужно прочувствовать. Первое, что нужно сделать будущему водителю автобуса, это научиться открывать и закрывать двери. Сейчас мы сделаем небольшой кружок по площадке, почувствуем на себе всю мощь его автоматической коробки передач, его гидравлических, наверное, тормозов, и в целом управляемость тоже на себе ощутим. Здесь я вижу, да, управление кондиционером здесь внизу. То есть в целом выглядит панель, вместо водителя выглядит, ну, можно сказать, в чем-то по-космически. Плата производится, впрочем, давайте не будем по оплату, это тема отдельного репортажа. Ну что ж, сейчас мы испытаем себе эту замечательную машину. Первое, что нужно сделать, причем, заметьте, не только в автобусе, а и в любом транспорте, в любом автомобильном средстве передвижения, это пристегнуться. Пристегиваемся. Дальше, как нас учили в автошколах, снимаем ручник. Здесь он находится слева. Включаем передачу движения, драйв. Это просто кнопочка. И потихоньку начинаем двигаться. Показываем сигнал поворота, то, что мы начинаем движение. И спокойно начинаем двигаться. Зеркала действительно очень панорамные, информативные. То есть, видно, все, сейчас люди у нас будут пытаться к нам зайти, но мы сейчас сделаем кружок и все-таки потом их порадуем. Очень легко крутится руль, слушается управление. Здесь мы останавливаемся. Воу! Да. Да, все отлично. Видите, бывает и так, когда непривычная педаль тормоза. Все, начинаем движение. Управляя автобусом, безусловно, нужно учитывать его габариты. Ведь здесь вам нужно не только его вывернуть, но и вытянуть, чтобы задняя часть автобуса могла спокойно вписаться в поворот. Мы делаем именно небольшой круг, чтобы не отвлекать водителя не во время движения, а от работы вообще в целом, потому что каждая минута простоя – это минута ожидания для пассажиров, чего нам ни в коем случае нельзя допустить. Тем не менее, вот за эти пару минут управления автобусом можно спокойно понять, насколько он легко управляется, насколько плавно он тормозит, останавливается, ручник. Все, мы на стояночном тормозе, мы на нейтральной передаче, мы прокатились. Передавайте деньги за проезд. Испытано на себе. Что ж, мы снова в салоне автобуса. Сейчас мы пообщаемся с Антоном Михайловичем. Он нам расскажет немножечко про профессию водителя автобуса. По моему мнению, это очень престижно, это очень круто. Сейчас мы немножко узнаем, так ли это на самом деле. Добрый день, Антон Михайлович. Здравствуйте. Самый основной вопрос, чем можно привлечь ребят, которые закончили обучение на категорию D, какие интересности, какие возможности, какие перспективы открываются для новоявленных водителей автобуса? Ну, самое главное, конечно, это общение с людьми. Вот, второстепенно это получается заработок у нас, вот, в любом случае. Если есть цель, то на автобусе можно заработать достаточно хорошую цифру. Но это, естественно, нужно будет работать достаточно много. Да, конечно. Наш бизнес, он достаточно сложный в плане того, что это сфера обслуживания. Вот, сюда входит, помимо того, что жалобы от пассажиров, также культура обслуживания самих водителей. Да. Здесь как раз водитель проявляет себя с таких сторон, это как терпение, выносливость, целеустремленность. Понимание психологии пассажиров. Да. И каждому нужно свой определенный подход пассажиру, поэтому, ну, как-то так. Ясно. Что касается парка автобусного, насколько сейчас он современен, насколько старые автобусы уходят в небытие, насколько новые современные автобусы заменяют, стала ли работа комфортнее водителей, комфортнее перевозка пассажиров и какие вообще тенденции, перспективы в обновлении автобусного парка города Якутска?
Но у нас на сегодняшний момент стоит в этом году цель основная – это обновиться 74 единицы. На будущий год то же самое, и, соответственно, через год тоже 74 единицы. Вот. Парк, понятно, что с 2018 года мы обновляемся. Вот. 18-19 обновились, был провал у нас 20-21 в связи с пандемией. Да, 22-го пошли автобусы ГАЗ Vector Next, которые это уже с кондиционером пошли. Вот. И в 2024 году мы приобрели 19 единиц еще техники такой марки Волгабас. Вот. В этом году планируется тоже уже большее пополнение. Вот. В скором будущем, конечно, дорожная карта уже прописана, и в скором будущем уже нас ждут, получается, красные машины по городу, их станет еще больше на самом деле. Вот. С высоким уровнем комфорта. Замечательно. Чем дальше, тем больше современных автобусов, тем комфортнее людям и водителям работать. А вопрос, который, наверное, мучает всех телезрителей, сколько вообще, вот насколько популяция автобусов, скажем так, сейчас в городе Якутске развилась, сколько автобусов в единицах, может быть, с точностью там до десяток, вот сколько автобусов существует на маршрутах города Якутска? Ну, если взять в целом по городским перевозкам, это порядка 400 единиц. 400. Да. Вот, это имеется в виду два предприятия, которые да, есть у нас, муниципальный парк и Союз авто, да, вот, частные перевозчики. А если все вместе, ну, это, наверное, порядка 500 единиц, наверное, то есть с пригородом совсем. Вот, понятно, что часть транспорта, ну, муниципальный парк, он обновлен полностью, а вот городские перевозчики, все-таки у нас есть небольшие проблемы, мы, соответственно, с этим боремся. Вот, и мы все-таки нацелены на то, чтобы полностью обновиться, и мы идем к этой цели маленькими шажками, но мы идем. Движемся вперед. Да. Самое главное, здорово. Друзья, смотрите, 500 автобусов на улицах города Якутска. Все вместе. Суммарно, да, 500 единиц, это 500 единиц техники. Поэтому, если вы где-то, стоя на остановке, видите одинокий автобус, то знаете, это один из 400, из 500 автобусов, которые вас обслуживают. 400 водителей, ну, водители, наверное, поменьше у нас все-таки, да. Но нехватка есть. Нехватка, она есть всегда, то есть это во всех областях, но тем не менее, это один из 500 автобусов, которые в данный момент ездят и стараются сделать так, чтобы вы максимально комфортно попадали из точки А в точку Б. Спасибо, Антон Михайлович. Не за что. Всего доброго. До свидания. Испытано на себе. Итак, друзья, мы готовы отправиться в рейс, находимся сейчас на конечной остановке, автобус готов к бою, можно так сказать, и пока салон пуст, я думаю, что нам получится прокатиться в пустом салоне. Итак, что у нас там? Опс. Первый пассажир на конечке. Здравствуйте, мы вас ждали. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Сергей. Сергей, вот вы попали в такой замечательный автобус. Может быть, сразу первые ощущения какие-то? Ну, очень просторно. Да, в час пик очень удобно ездить на таком автобусе, конечно. То есть вы не первый раз вообще на автобусе ездите? Ну, да, постоянно. Прекрасно. Смотрите, друзья, человек, первый совершенно случайно попавший к нам человек в автобус, он оказался позитивным, он оказался постоянным автобусником. А каким образом вы оплачиваете проезд? Расскажите, пожалуйста, что выгоднее? Наличные, карта транспортная или, может быть, еще что-то? Проездной. Проездной? Да. По проездному получается сумма проезда 21 рубль. Ого. Так, нужно срочно завести проездной, это экономия достаточно существенная. Что ж, не будем задерживать рейс, не будем задерживать пассажиров, водителей. Отправляемся! Испытано на себе. Ну что ж, мы покатались на автобусе, побывали у него в салоне, посидели на самых крутых пассажирских местах, поговорили с водителем, с руководителем маршрута, узнали, какие сложности, какие интересные моменты ждут водителей автобуса. Рекомендуем всем пройти обучение на категорию D, устраиваться на работу в автобусный парк, чтобы прочувствовать, каково это управлять такой большой махиной. Безусловно, это большая ответственность, но любая работа требует к себе серьезного подхода, и в том числе водители автобуса тоже. Что ж, общественный транспорт в Якутске хоть и представлен всего лишь автобусным направлением, автобусными маршрутами, но тем не менее, как мы выяснили, они безопасные, они комфортные, что позволит вам без проблем путешествовать по нашему городу, по пригородам, не боясь никаких приключений, попадать из точки А в точку Б в то время, как вам нужно, с
комфортом, с удовольствием. Всем спасибо. Якутия-24, проект «Испытано на себе». Смотрите нас. Испытано на себе.